дорогие друзья! В эфире 391 выпуск программы «Пропеллер». Всем привет! Привет! И сегодня у нас в гостях Кристина Данченко. Здравствуйте. Победитель первого гран-при по бодибилдингу и фитнес-бикини. Первый вопрос будет, естественно, не связан абсолютно никак с этими соревнованиями. Кристина, расскажи, пожалуйста, для начала о своем жизненном пути пару слов. На данный момент я занимаюсь воспитанием своего ребенка, ему 9 месяцев. Его зовут Илюша. Да. Вот. Также я работаю фитнес-тренером и защищаю диплом. Я учусь на филологическом факультете, вот 5-й курс. Какой-то перерыв у тебя был, вот, получается, между роддомом и спортзалом? Было всего лишь полгода, ровно-ровно. Это самые ужасные были мои 6 месяцев, потому что я не могу без спорта. Я в спорте не знаю, сколько себя помню. И я тренировалась по 4 часа в день и по 7-6 раз в неделю. А потом я родила, и я через 12 дней где-то я вышла уже сразу на тренировки. У меня много знакомых занимаются тренерской деятельностью. И вот, допустим, если кто-то занимается, они обязательно студенты Института физической культуры. А у тебя тут, получается, ты сказала, филологический факультет. Да. А с чем ты решила вот свою жизнь связать, когда поступила на первый курс? С фольклором? Интересно просто. Какое направление? Нет, ну почему именно филологический? Потому что я решила, что тренером я так и так буду. А классическое образование, оно должно быть. Расскажи, пожалуйста, о соревнованиях. Как ты решила в них участвовать и как ты начала готовиться к ним? Так, изначально вообще решил участвовать мой муж. И ты за компанию просто пошла. Я ему запретила, я ему сказала, нет, ты не будешь выступать. Ты что, говорю, будешь там показывать. В стрингах будешь выхаживать. И на самом деле просто у него совершенно другой род деятельности. Он пауэрлифтингом занимается, это силовые. Я говорю, надо выбирать либо то, либо другое. И от обратного говорю, можно я буду участвовать? Хитрый ход. Подержи ребенка, я пойду. Подготовки были безумно тяжелые, конечно. Это очень в физическом и моральном плане. Индейка, куриное филе и зелень. Тунец у нас дорогой, если брать консервированный, там соль содержится. Поэтому была только индейка. С тихой ненавистью в голосе. Но это того стоит. И я когда выходила на сцену, я получала настолько огромное удовольствие, потому что все пройдено, я должна здесь выложиться на все 100%. Я пойду дальше, я не остановлюсь, я буду также посещать тренажерный зал и трансформацию продолжать свою. Многие атлеты позволяют себе читинг-дэй. Расскажи, какой у тебя день, когда ты позволяешь себе все, что ты не позволяешь в обычные дни. Я после соревнований я себе позволила, да, конечно. Это были суши, и это был чизкейк у меня был малиновый. И шоколадка была. 80% тела бодибилдера строится на кухне. Вот насчет тренировок. Ты сказала, что твой муж пауэрлифтер, и вот сейчас такая тенденция все-таки склоняется к тому, что большее предпочтение уделяют лифтерским тренировкам, то есть базовые упражнения. Да, никто базу не отменял. Я сама на своих тренировках, я клиентам тоже даю только базу. Вообще, я, когда стала посещать тренажерный зал, я заметила, что очень много людей не знают, как тренироваться. Наймите вы хотя бы на 2 занятия, на 3 занятия персонального тренера. Или идите на беговую дорожку. Лучше она час там побегает, там попрыгает или он, да, потому что очень сильно портит свое здоровье. И еще причем мне еще нравится. Подходит другой человек, говорит, да ты не так делаешь, еще хуже. Заботьтесь о своем здоровье. Также учитывайте кроссовки. У нас в городе приходишь, спрашиваешь в магазине, мне нужны для тренировки. Человек сам не знает, какие. И она приходит, он мне посоветовал. Я говорю, они же не годятся для тренировок. А он мне сказал, что годятся. Я говорю, Так это ласты, как, они годятся, не здесь же, честное слово.
прошло уже больше 20 лет с последних соревнований по тому же, там, как он назывался у нас, атлетизм, культуризм. Вот. Сейчас немножко в новой сфере, в сфере бодибилдинга, фитнеса, боди-фитнеса, фитнес-бикини. Вот. Мы все это возродили на новой волне. Уровень неплохой. Есть сильные атлеты, я уже повторяюсь. А есть сразу видно, которые впервые выступают. Но при этом все равно молодцы, стараются. Видно, что максимально выкладывается. Я выиграл американский Арнольд Классик и европейский. Советую, не форсируйте, готовьте заранее. Я готовлюсь уже, не знаю, уже больше года назад начал готовиться к этому году, к концу года. Сейчас за 2 года я готовлюсь к турниру. Очень зрелищный вид спорта, очень. Настолько зрелищный, что просто люди свистят, сидят, не могут удержаться от эмоций. Вот. Я считаю, что это интереснее, чем бодибилдинг женский. Я так считаю, потому что женский бодибилдинг как-то уже отошел. Вот судя по тому, как они сегодня выступали, очень энергично, очень заряженные на победу, на позитив. Мне кажется, у них очень большое будущее. Молодцы ребята. А что пожелать? Вперед. У них они все делают правильно. Просто продолжать делать то, что они сейчас делают. Двигаться вперед. Чтобы больше думали головой, а не мышцами. Как говорится, голова не для того, чтобы есть. И, у кого есть семья, работа, там, жена, дети, чтобы не забывали ни ущерб семье, детям. И, потому что это хобби. Второй сюжет в нашем выпуске, он посвящен фестивалю зимних игр Yeti Games. То есть это игровые виды спорта, можно сказать. Вот как ты относишься там к сноубордам, допустим, к лыжам? Ой, ну вообще я положительно отношусь. Я бы с удовольствием. Но я просто вот мнительный человек, мне кажется, что я боюсь. Это я сразу вспоминаю. Из Мадагаскара была же зебра, которая мнительная, это постоянно. Я боюсь, а вдруг я что-то сломаю. Поэтому я восхищаюсь людьми, которые вот хорошо катаются там. У меня знакомые есть девочки, которые, правда, они шикарно катаются. Я думаю, блин, ну как так люди умеют? Это же талант огромный. Клево, когда маленькие дети, там, 3-4 года шах на лыжах. Нифига себе, думаешь, я мешок. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся на замечательной местности Техтюр, где проходят экстремальные игры Yeti Games. Давайте пойдем и посмотрим, как это все происходит. Друзья, сейчас мы находимся на самой той вершине, откуда происходит спуск. И сейчас именно происходит дисциплина, которая называется слалом. Вот у тебя костюм белый, а лицо черное. Я просто горилла альбинос. А, горилла альбинос. Да, а почему альбинос. именно символ сегодняшнего мероприятия именно Йети? Ну, потому что он клевый. Кто, Йети клевый? Да. Только не говори, что Йети не клевый. Я обижусь. Комель Валентин, занимаюсь 5-й год уже. В основном люблю прыгать с трамплинов. Слушай, а у тебя есть сноуборд? Где твой сноуборд? Давайте все вместе. Мой рэп, мой хлеб. Мой рэп, мой хлеб. Это сноуборд ручной работы, гну. То есть у них технология специально для прыжков. Крепление тоже топовой модели Union. И вы все 5 лет ты катаешься именно здесь, да? Нет, я учился в Санкт-Петербурге, я занимался в Москве. Ездил на фестиваль DC Carers Club в 2012 году. Много молодых ребят приходит каждый год, которые... Да, с каждым годом просто на 100-200 человек все больше и больше. Вот ребята стоят, они из молодого поколения. Они Это молодняк. Молодняк, да, не только учится, как бы, наше поколение, кого мы обучаем.
То, что я сейчас трогаю чей-то сноуборд, я даже не знаю, чей он. Меня, возможно, даже сейчас побьют, но, тем не менее, вот эта штука очень дорогая, очень дорогая. Я собрал бэушный комплект в районе 5000 рублей. А, да ты чё? Да, одежду взял у друзей, а все остальное должно быть в душе. Вот это самое главное, наверное. Ты приехал с Нерюнгри. Да, приехал покататься на вашем офигенном контесте. И чё, как тебе наш офигенный контест? Ну, снег у вас такой жесткий очень. В Нерюнгри у вас проводят такие подобные мероприятия? Да, проводит. Моя организация Nero Snowboarding. Вот, кстати, вот наша организация. Это ваша организация, вы вдвоем? Ну, еще там парни. А ты такой маленький, сколько у тебя влезет вообще? Да ешь, не отвлекайся. Вкусно хотя бы? Да. Теперь пришло время для самой зрелищной дисциплины, как называют ее ребята. Называется она джибинг и требует специальной экипировки, но все, кто здесь присутствует, это прежде всего экстремалы и не боятся абсолютно ничего. Летом вы чем занимаетесь? Многие ребята катаются на скейтбордах, на лонгбордах. Стоит скейт-парк на Комсомолке, и там мы постоянно тусуемся. Кристина, ну вот что ты можешь пожелать людям, которые только делают первые шаги в занятиях спортом или только, может быть, собираются действительно к лету подсушиться, подкачаться? Не надо собираться, надо брать и делать. Собрала свою ленивую задницу, сегодня же пошла. Зачем чего-то ждать, зачем ждать завтра там? Или понедельника, нашего любимого слова. Да бери, да делай. Ну что же. Вот такая целеустремленная Кристина, которая, не знаю, мотивировала, наверное, не только нас с Ильей, а вообще всех наших зрителей на правильное питание и на здоровый образ жизни. Дорогие друзья, заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, задавайте свои вопросы, оставляйте свои комментарии, мнения, мы будем ждать. А сегодня у нас в гостях была соревнующийся атлет Кристина Данченко. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо большое. Еще раз поздравляем тебя с победой. Да, очень рады были видеть тебя сегодня в гостях у нас. Всегда, пожалуйста. До свидания. С вами была программа «Пропеллер». Всем пока. Пока.